Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. «Утро Якутия» – это самая ранняя, первая программа на наших телеканалах. И сегодня мы, Дарья Анкехова и Павел Танин, приветствуем вас. И, конечно же, желаем вам позитивного утра, хороших новостей и бодрого настроения. Да, ну а я бы добавил, что ведущие «Утро Якутии» самые невыспавшиеся ведущие нашего телеканала. Но, тем не менее, мы не отчаиваемся, нам это нравится. С улыбкой, ведь встречать день это замечательно и классно. Сегодня, как обычно, будет много всего интересного, рубрики наши традиционные и так далее. Но помимо всего того, что мы сегодня расскажем, покажем, мы разыграем билеты на фестиваль современного искусства «Территория Якутск». Так что смотрите наш эфир сегодняшний, будьте внимательны. Ну а самое начало эфира, по традиции, мы начнем с информации о погоде, узнаем, стоит ли тепло сегодня одеваться или все-таки лето, наконец, пасмурная погода в Якутске, например, отступит, и можно будет сегодня порадоваться солнышку. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 13 градусов. В заречной группе Улусов до плюс 15. В южных районах 7-8 со знаком плюс. В Вилюйской группе Улусов 6-11 выше 0. В Нижнеленских до 13 градусов. В западных районах до плюс 9. В Колымо-Индигирской группе Улусов до плюс 17. В Янских районах 5-8 градусов выше 0. На северо-западе минус 1 плюс 15. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 23 градусов. Ну что ж, календарное лето началось, да, уже второй день мы живем, 2 июня на календаре. И вообще к концу недели синоптики обещают потепление невероятное, до 27 градусов со знаком плюс. И можно ли это считать настоящим летом? Я думаю, конечно же, можно. И в это время в скверах городов и сел уже появляются первые высаженные цветы. Да, в Якутске еще и обрезают деревья на главных улицах нашей столицы. На днях я как раз пообщалась со специалистом, который занимается именно этим делом, и узнала, как и для чего в Якутске обрезают наши деревья. Долгожданная новость порадовала всех жителей нашей столицы. Улицы будут обновляться. Действительно, данные растения были посажены много лет назад, но ухода они не видели. И по правую руку от меня мы видим вариант санитарной обрезки. По левую руку мы видим вариант формировочной обрезки. Как это все происходит и кто этим занимается, узнаем сегодня. Действительно, это очень интересный процесс, и у многих горожан нашей столицы этот процесс вызывает массу вопросов. Кто-то радуется этому и говорит, как здорово, что наконец-то ухаживают за деревьями, а кто-то возмущается и говорят о том, что зачем же вы это делаете. Сегодня все нам разъяснит специалист, который непосредственно каждый день занимается этим делом. Это Роман Григорьев. Роман, здравствуйте. Итак, мы обрезаем ивы. Зеленый рай выиграл тендер на уход за улицей Ярославского и Хабарова. Тут в основном только ивы, разные виды, но все же. Во-первых, санитарная обрезка обязательно всем, крупным, малым и средним. Санитарная обрезка, да. Санитарная обрезка – это полностью уборка всего сухостоя, всех сухих палок, веток и вот конкретно сухостоя, просто мертвые деревья, банально. То есть звук другой, вид другой. И если черкануть, видно то, что оно не зеленое. Если сухостой полный, то, конечно, на пенек обрезается. Если не полный, например, растение бывает умирает до половины, а здесь побеги замещения идут, то есть новые. Спиливается только сухая часть, побеги замещения просто формируются. Далее идет формировочная обрезка, это второй этап. Формировочная обрезка идет для средних и малых ив. Крупные не трогаем, крупные и так красивые, только санитарные. Формировочная – это означает то, что ивы можно по-разному формировать. Мы выбрали то, что на 2,5 метров они все обстригаются. И обстригаются полностью стволы, остаются только голые стволы, 2,5 метра. Ну вот, видите, позади нас, обратите внимание, позади нас вот
та самая формировочная обрезка. Наверное, это пугает многих горожан, Да. да, скажут, как так, вы обрубили все деревья, то есть чуть ли не под корень, да? Да. Для чего это делается, Роман, и какого эффекта мы должны ожидать чуть позже? Вот, мы добиваемся того, что, во-первых, они уже давно загустились, некрасивые стали. И когда мы убираем все ветки, более-менее живые, неживые, и листвы нет, то очень много сил высвобождается. И его просто так не убить. Даже под пенек срубишь, она пойдет, если живая. Поэтому у нее очень много, где-то через месяц-полтора пойдет очень много молодых побегов, ровных, главное, прямых, с очень жирными массивными листьями, зелеными. Соответственно, это будет очень красиво, если в ряд оно будет напоминать что-то типа факелов. То есть это, ну, великолепно. Проделаешь огромнейшую работу, да, то есть с утра до вечера. Куда утилизируем вот ненужные эти ветки? Вот, наверное, тоже интересно. Вот, да, у нас еще есть, ну, не только обрезка ив идет, по Ярославско-Хабарову у нас еще досадка, ну, там, растений самых разных, акации, яблони, там, всякое такое. Мы их измельчаем, ну, вот там в куче, например, и кладем на дно траншей, на дно ям. Это получается то, что по методу Зепа-Кольцева, это как дренаж и дает эффект влажности, чтобы не высыхали растения. Очень неприхотливые растения. И вот, мы их так обстригаем на 2,5 метра. Ну, все в один ряд, конечно же, чтобы было красиво и одномоментно. Потом очень много, называется спящие почки, их не видно, но они потом пойдут. Тут, кстати, уже есть, вот, например. И они везде пойдут, там, 20-30 побегов с каждого ствола и ровно вверх. Где-то за сезон вырастет на 1,5-2 метра каждый побег. То есть это будет достаточно красиво выглядеть. То есть они будут невысокие, но очень... Да, ну и тем более это нужно, чтобы лэп не доставало. Обратите внимание, что новая жизнь зарождается прямо на наших глазах, можно сказать. И, конечно, мы не перестаем говорить. Берегите себя и берегите то, что окружает вас. Ну и мы, конечно, ждем преображения улицы Ярославского и Хабарова. Вообще о том, для чего и как озеленять наши города и села, с какими предложениями выступают по этому поводу, по этому вопросу общественники. Мы поговорим с нашим первым гостем сегодняшнего эфира. Это Андрей Анатольевич Высоких, председатель Общественной палаты Якутска, руководитель проектного офиса по озеленению Якутска. Андрей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот сразу же вопрос, какие, на ваш взгляд, должны быть подходы к озеленению с учетом особенностей нашего региона, так сказать, специфического? Но на самом деле Якутск уникальное место, да, и все это говорят, и на самом деле самый холодный город, и так далее, и так далее. И вот это вот сейчас, кстати, буквально на этой неделе началось вот это настоящее наше лето, и календарное, и не календарное, появилась зелень на деревьях. И, конечно, это радует горожан, что наконец-то, ура, у нас зеленая улица, и в то же время рядом с этими зелеными насаждениями стоят уже мертвые там тольники, ивы, как мы ее называем, умершие березы, умершие там елочки. И почему-то вот как-то, ну, на самом деле отношение очень сложное. Мы, сколько я лет живу в Якутске, да, столько лет мы каждый раз говорим о зеленении, озеленении, озеленении, и ничего не меняется. Была в прошлом году поездка нашего мэра Евгения Григорьева в Казань, и он по возвращению приехал и сказал, что надо возрождать Зеленстрой, который у нас был в советское время. Да, это была большая компания, у них была техника, у них были люди, у них был питомник, теплицы и так далее. Все этого нет, все это умерло за последние там 30 лет, да. И возродить новое очень сложно. То есть это опять создавать какое-то муниципальное предприятие, где оно будет располагаться, технику, людей и так далее, и так далее. То есть это уже мы практически вряд ли сможем вернуть. И поэтому предложили городу, может быть, пойти на то, чтобы в городе создать должность главного садовника города. И есть такие люди, специалисты, и который бы контролировал вот это озеленение. То есть у нас сегодня деньги выделяются на озеленение как муниципалитетам, ну, ежегодно по округам. Также выделяются деньги на озеленение при строительстве дорог, жилых, нежилых строений. И что мы из этого получаем? Ничего. 5-10 тысяч деревьев, 2 миллиона цветов. И никто за ними не ухаживает, к сожалению. То есть нет ухода, нет вот какой-то комплексного подхода ко всему вот этому озеленению. Вот это самая главная проблема. Также мы предлагали городу в прошлом году, вот Общественная палата совместно с проектным офисом предложили подойти к тому, в какую землю мы сажаем, что мы сажаем.
То есть у нас сегодня нет рынка вот этого правильной земли, или как мы ее называем, почва-смесь. То есть под рябину нужна определенная, под елки другая, под цветы третья, вот это, ну, почва-смесь. И мы говорим о том, что это тоже должен быть специальный полигон, где вот эта смесь готовилась. Именно вот эту смесь надо закладывать. Как Это сегодня. определенный вид деревьев. Да, то есть если вот сегодня строят дороги, вот марка бетона тут такая, асфальт марки такой-то, так же и с деревьями надо. И не сажать вот эти вот эти наши бедные елочки, Да, и дальники. которые выживают. Сегодня в Якутске замечательно растет рябина, акация, яблоня, сирень. И мы как-то вот все боимся, опять что поломают. А на самом деле народ воспринимает это очень положительно. И То есть вы считаете, что все-таки этим должны заниматься частные, да? Предприниматели, потому что все-таки возродить такую большую, да, ну, в прошлом государственное году, учреждение, когда, это так сказать, сложно. там поставили задачу примерно показать структуру будущего вот этого Зеленстроя, и нам принесли, так сказать, ну, примерно будет 100 человек, там 15 руководителей, генеральный директор, зам генерального директора, ну, а садовников, может быть, мы найдем. Вот так, может быть. А вообще хватает специалистов в этой сфере Нет. у нас в Якутске? Нет. К сожалению, те учебные вузы и там техникумы, там, вот, они готовят лесничих, лесников. Куда они потом исчезают, никто не знает. То есть они получили диплом, ребята уходят там, на рынок, торговать там или кофе, или сигареты, я не знаю. Там. К сожалению, вот, ну, опять же, если мы создадим рынок того, что нам нужны озеленители в городе, и конкретно давать, и за это платить реально, а не вот просто там, что называется, то, мне кажется, дело пойдет. А вообще вопрос озеленения достаточно ли дорогостоящий, ну, даже на сегодняшний день, с учетом действующей системы озеленения в Якутске, достаточно ли это дорогостоящая история, и при этом сопоставимо со своими затратами, эффективна ли она, и общественник как-то контролирует эту работу? Ну, мы стараемся контролировать. Вот был создан проектный офис, да, куда вошли и заммэра, и там руководитель СГХ, и в то же время директора ботанических садов, специалисты. И вот мы как раз даем рекомендации, что, ребята, давайте, вот надо правильно сажать. То есть мы создавали Парк Победы. Приехал директор ботсада, говорит, вы скажите, что вам нужно через 2 года. И мы в ботсаду подготовим для вот этого места конкретное растение. А, как здорово. Тишина. И вот сегодня вот замечательная территория, замечательные там тротуары, памятники. Без Зелень. озеленения. Ну, зелень есть, но вот то, что мы посадили 2 года назад, практически нет полива, нет ухода. И пока мы не отдадим это в частные руки, Оно так и будет то продолжаться. есть, к сожалению, да. Прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой мы вернемся и продолжим обсуждать вопрос озеленения. Сразу после новостей, да, продолжим обсуждать озеленение с Андреем Анатольевичем Высоким, председателем Общественной палаты Якутска. Оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Первую сваю фундамента школы-сада в Арасунском наследии Верхневилюйского района торжественно забили накануне. Символично, что это произошло в День защиты детей. Свайные работы, цоколь и насосную станцию по плану должны завершить в последние месяцы года. Школа-сад на 120 и 70 мест будет двухэтажной. Жители Наслега с огромной радостью пришли на торжественное событие. В церемонии участвовал первый зампред правительства региона Дмитрий Бердников. Благодаря, как я уже сказал, усилиям главы республики Арсения Сергеевича Николаева, главы района Владимира Семеновича, наших депутатов, удалось дать старт строительству такого хорошего во всех смыслах многофункционального объекта. Это совмещенная школа-сад. Для наших районов это очень удобные и такие функциональные социальные объекты. Я надеюсь, что строительство будет завершено в те сроки, в которые запланировано. Все предпосылки к этому есть. Факт фиктивного оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию выявили специалисты управления Россельхознадзора по региону совместно с управлением по Новосибирской области.
Установлено, что 20 мая уполномоченным лицом сельхозпредприятия в информационную систему «Меркурий» введено в оборот 600 литров сырого молока, которое в течение 1 минуты было переоформлено как пастеризованное и переработано в 20 тонн сладко-сливочного масла. Как выяснилось, по адресу находилось административное здание «Рыбный цех». За внесение ложных сведений о происхождении товара фантомная площадка исключена из системы. Продукция ликвидирована, а материалы по данному факту направлены в региональное управление МВД. Данный сертификат был аннулирован, а также пользователи в системе «Меркурий» тоже были аннулированы. Выявили по мониторингу системы «Фигис Меркурий». Адрес был Ретинского, 24, но, как мы знаем, там находится совсем другой цех. Рыбный цех находится. Данный документ полностью аннулировали, по нему уже не производится перемещение продукции. Национальная вещательная компания «Саха» презентовала детский мультсериал «Фиксики», переведенный на якутский язык. Для маленьких зрителей творческое объединение подготовило 157 серий на родном языке. Их можно посмотреть на сайте tunyuk.ru, а также на YouTube-канале «Саха Kids». Помимо этого, мультсериал будут транслировать на телеканале «Мамонт». В будущем планируют перевод других известных мультфильмов «Малышарики», «Тима и Тома» и других. Данный проект реализуют по комплексной программе развития и сохранения языков. По поручению главы республики Айсена Сергеевича нами подготовлен проект по созданию контента на родных языках. Прежде всего на якутском языке, чтобы дети Якутии познавали свой язык, развивали через просмотр российских мультфильмов, которые сейчас переведены и будут переводиться на якутский язык. Ну и также предполагается, что национальная вещательная компания будет создавать свой собственный контент якутских мультфильмов, анимационных фильмов, развлекательных передач, которые непосредственно очень будут интересны для всех желающих, для детей нашей республики. Доброе утро всем, кто только проснулся и присоединился к нашему утреннему эфиру. Мы, конечно же, приветствуем всех на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». И это «Утро Якутии». Да, мы перед выпуском новостей начали обсуждать тему озеленения города Якутска вместе с председателем Общественной палаты города Якутска, руководителем проектного офиса по озеленению Якутска Андреем Анатольевичем Высоких. Андрей Анатольевич, продолжим наш разговор. В принципе, да, мы достаточно так объемно поговорили про то, как вы видите, ваше видение того, как должно озеленение выглядеть в городе Якутске. Вот сейчас хотелось бы задать вопрос такой, что в соцсетях недавно развернулась дискуссия о том, что родители заставляют в детских садах, в школах приносить цветы, которые, грубо говоря, пойдут там на озеленение Якутска. Да, ваше мнение, вообще должны ли горожане участвовать в этой работе? То, что они должны, это, наверное, правильно. Но мы, опять же, все хорошее извратили С ног на голову. С ног на голову. То есть первоначально когда-то думали о том, что дети в школах там в феврале, в марте посеют там семена на подоконниках или где-то в каких-то отдельных там кабинетах. И вот они будут видеть, как эти растут цветочки, и потом эти цветочки, они пойдут там, посадят в какой-то газон или какую-то грядку. Вот это 25-я школа, это 15-я школа, образно говоря. Но вот кому-то не понравилось, у кого-то аллергия, убирайте все цветы. И родители вы обязаны принести. Что значит обязаны принести? То есть дети не выращивали, они не знают, что это такое. Родители что делают? Берут кредитную карточку, идут на рынок, покупают там 3, 5, 10 цветов, в зависимости от того, сколько у него детей. Приносят, отдали в управу, отчитались. Управа сдала, отчиталась. Те воткнули, отчитались. 2 миллиона цветов, ура! Как они будут расти, никто не знает. Кто их вырастил, тоже никто не знает. И для чего вообще, да? Нет, то, что оно, конечно, красиво. Но еще раз говорю, если вы скажите, что вот это вот газон относится к 25-й школе, вы его посадите, и вы за ним ухаживаете до сентября. А в сентябре, 1 сентября сорвали, принесли в школу, например. Ну вот, к сожалению, так не происходит. И вот все хорошее, которое начинается, к сожалению, да, по-другому. Вот такая ситуация, да, то есть тоже требует каких-то решений. Поэтому, мне кажется, муниципалитету надо не стесняться, давать какие-то участки, да, там, бабушкам, у которых, нету дачи, а их хочется вот что-то делать. Да, пожалуйста, Евдокия Ивановна, вот вам 4 квадратных метра, сажать, что хотите, чтобы было красиво. Проблемы с поливом. Сегодня в городе невозможно полить, то есть нет полива, приезжают водовозки, залитые нашей питьевой водой с хлоркой и этими
Этой водой поливают все наши, так сказать, деревца. Потом мы говорим, вот засоленная почва и так далее. Поливать надо речной водой, без хлорки. Она и дешевле, и полезнее. Вот еще, да, одна идея. Ну, Хорошо. А что касаемо вот той самой пыли, да, вот в сюжете до того, как мы начали обсуждать вот эти проблемные моменты, да, было сказано о том, что вот те самые ивы, они зачастую спасают нас, да, вот от той самой пыли. На самом деле город борется с пылью. И там при Александре Сергеевиче, когда он был мэром, сделали целую программу борьбы с пылью. Но мы боремся с пылью. Работают подметальные машины и маленькие подметальные машины для тротуаров. Но мы ее и производим, эту пыль. Вот вы же все видите, как построены несколько дорог. Ну, то есть они все дороги строятся. И по ГОСТу между проезжей частью и тротуаром обязательно должна быть зеленое насаждение. Но фактически они там не живут. Возьмите улицу Красильникова, воткнули 10 тысяч, там, или сколько там, 1000 деревьев, они все умерли. Но деньги потрачены. Сегодня сделали шикарную объездную дорогу. Опять же, между проезжей частью и тротуаром есть там метр земли. Что это земля? Там ничего расти не будет. Ну, реально. Возьмите, сделайте просто скальником. Красивый у нас скальник, его очень много, он не такой дорогой. И просто вот засыпать скальником, если положено, вот между проезжей частью и тротуаром, и все. И, ну, может быть, так тоже. То есть надо подходить к тому, что бороться с пылью изначально. Также машины со строительных объектов выезжают. И на колесах несут эту грязь там 300-400 метров по чистому асфальту. Ну, помойте колеса, это все знают. И даже предписано этим строителям. Никто это не делает, никто не следит, никто не штрафует. Ну вот есть идеи, да, в принципе, да, вообще у вас, да, как у руководителя проектного офиса по озеленению Якутска, да, есть идеи, есть, в принципе, предложения. Самое главное, чтобы вас услышали, да, и, конечно, в первую очередь жители поддержали такие какие-то минимальные идеи, были поактивнее, и, надеюсь, совсем скоро наш город, конечно, хотя бы визуально изменится. Да? Вот можно обратиться. Мы сейчас, вот «Зеленый рай», вот он, который был сюжет, что они обрезают улицу, сейчас делают улицу Ярославскую, сейчас переходим на улицу Хабарова. Там очень старые тальники, и они очень много там умерло, там порядка 40%. И вот, может быть, горожане, там живущие с этими рядом домами, могут выйти, помочь, вот когда туда придет ребята с инструментом, будут спиливать, убирать. И вот это еще называется осветление леса. Ну вот, осветление леса, санитарная рубка леса, к сожалению, у нас такие забытые вещи, про которые почему-то никто не хочет знать. Да, ну и самое главное, конечно, нужно немножечко поменять мировоззрение, да, многих жителей Якутска, потому что действительно некоторые воспринимают это даже агрессивно, да, и говорят о том, что зачем, что вы делаете, рубите все деревья под моим окном, они же росли 30 лет здесь, да, то есть работа... по ГОСТу 3 метра должно быть, не ближе. И потом вот тоже есть у нас участки, где очень много растут берез. Но березы не могут вырастить 6 берез на 1 квадратном метре. Оставьте одну, и она будет полноценной. А вот это удочки, так они останутся удочками 10-20 лет, к сожалению. Вот, ну что ж, Андрей Анатольевич, спасибо большое, что такой нам, во-первых, и ликбез провели по озеленению, много чего нового и мы узнали, я думаю, зрители тоже, ну и будем действительно надеяться, что да, в ближайшие годы какие-то будут подвижки в этом вопросе и будет меняться наш город, ну а мы продолжим нашу программу, и сегодня у нас 2 июня на календаре, и при этом ну, как каждый день у нас знаменовывается различными событиями. Да. И сегодня День здорового питания и отказ от излишеств в еде. Впрочем, тем, кто хочет жить долго и не просто долго, а быть работоспособным и продуктивным до пожилого возраста, питаться правильно нужно всегда. И сегодня мы также хотим поздравить с 80-летним юбилеем очень известного в Якутии ученого, профессора Северо-Восточного федерального университета, доктора медицинских наук, ректора Народного университета трезвого здорового образа жизни, вице-президента Международной академии трезвости Карла Георгиевича Башарина. И с юбилеем через нашу программу его поздравляют коллеги, профессорско-преподавательская, лаборантский коллектив и студенты медицинского института. Вам желают, Карл Георгиевич, здоровья, активного долголетия, успехов, многогранной деятельности. Пусть огонь познания, добра и искреннего отношения к людям не угасает в вашей душе. Пишут коллеги. Ну, а мы также присоединяемся к этим замечательным словам, этим пожеланиям. Ну и прямо сейчас еще узнаем, какими же событиями сегодняшний день запомнился.
2 июня – Всемирный день бега, а в России – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Это альтернативный русский ответ американскому дню обжорства – национальному дню, когда можно есть то, что хочется. По народному календарю, если 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый. Кроме того, дождь сегодня говорит о том, что в декабре начнутся снегопады. 2 июня 1905 года президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. 2 июня 1946 года на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. В этот же день, в 1953 году, в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 2 июня 1955 года – день рождения космодрома Байконур. С него был запущенный первый в истории искусственный спутник Земли в 1957 году и первый космический корабль с человеком на борту в 1961. 2 июня 1740 года родился маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ. 2 июня 1743 года родился Александро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист. В этот же день в 1919 году родился Юрий Тимошенко, советский эстрадный артист и киноактер, известный как Тарапунька, народный артист Украины. В 1937 году 2 июня родилась Юнна Морец, советская и российская поэтесса-переводчица. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. Сегодня в Якутске начинается фестиваль современного искусства «Территория». Да, и это современный проект международного фестиваля школы современного искусства «Территория» Московского музея искусства и золотодобывающей компании «Полюс». И зрителям будут представлены спектакли, мастер-классы с участием мастеров сцены. В Якутск прибудут также известные артисты, такие как Евгения Добровольская, Сергей Чинишвили, Полина Осетинская, Елена Ревич, Юлия Пересильд. И мы сегодня в честь вот этого события решили разыграть пригласительные билеты на некоторые спектакли этого фестиваля. Непосредственно спектакль пригласительный выглядит вот так вот замечательно. Такая вот на 2 персоны каждый пригласительный. Один пригласительный на моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Иларион», который состоится 4 июня в 18:00 в Театре юного зрителя. А второй спектакль тоже такой же пригласительный, красивенький, со всеми цветами такими летними, прям летняя пригласительная, на спектакль «Картон». Это спектакль-инсталляция, который пройдет в Национальном художественном музее 3 числа в 15:00. Чтобы получить эти пригласительные, вам нужно, во-первых, подписаться на наш телеграм-канал. Вы видите ссылку на него и QR-код, который можно отсканировать на экране. Ну а для тех, кто не хочет сканировать, я для вас специально расскажу, как найти наш телеграм-канал. Все очень просто. Зайти в телеграм, в строке поиска слитно написать «Утро Якутии», и вы его найдете. Обязательно подпишитесь. Ну а далее необходимо, как всегда, по нашей старой доброй традиции, ответить на вопросы. Первым, кто ответит правильно, тот и получит тот самый замечательное пригласительное. Да, я немного уточню. Вопросов будет 2, и за каждый правильный ответ вы получаете пригласительное непосредственно. То есть есть шанс заполучить все пригласительные в одни руки. Итак, первый вопрос. «Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф». Это строки из стихотворения Николая Гумилева «Жираф». Вопрос. Где еще, кроме Африки, находится озеро с таким же названием? Итак, дерзайте, дорогие друзья, отправляйте ваш правильный ответ. Итак, еще раз. Где, помимо Африки, находится озеро с точно таким же названием? Озеро Чат. Второй вопрос. Современная актриса, сыгравшая роль Людмилы Гурченко, не так давно совершила необычное путешествие, которому позавидовал бы каждый, наверное. Вот нужно назвать имя этой актрисы. Еще раз напоминаю, что все вопросы, все ответы свои необходимо отправлять в Телеграм и быть подписанным на, собственно, наш канал.
На дворе июнь, и погода нас радует. Если сейчас многие люди думают о том, каким же будет у них отпуск 2022 года, то у школьников совершенно другая пора. Это пора единого государственного экзамена. Да, причем как бы волнение этот экзамен вызывает не только у самих выпускников, но и, конечно же, у родителей, которые вместе со своими детьми очень, я думаю, волнуются, потому что действительно важный этап в жизни любого молодого человека. О том, как сдать ЕГЭ на хорошие баллы и как мы, родители, можем помочь нашим ребятам в этом деле, мы узнаем сегодня благодаря нашему утреннему гостю. Знакомьтесь, это Оксана Басенко. Она является заместителем директора по воспитательной работе школы номер 10. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, экзамены, что-то в этом году, может, поменялось, не поменялось. Какие вообще экзамены нынче в формате ЕГЭ сдаются? Ну, экзамены абсолютно разные. У нас есть основные экзамены, это математика и русский. Они остаются традиционно всегда основными. В этом году добавился резервный день, то есть экзамены проходят в 2 дня. Соответственно говоря, как мы уже знаем, экзамены идут, и дата окончания крайнего экзамена – это 21-22 июня. Оксана Петровна, вы являетесь также еще и психологом, да? Вот с точки зрения психологии, насколько важна подготовка ребенка к такому важному событию в его жизни? Ну, на самом деле, как мы с вами понимаем, что эмоциональная составляющая, она имеет вообще важную основу вообще во всех начинаниях, в том числе ЕГЭ и ОГЭ. Да, единый государственный экзамен, и если мы даже возьмем традиционный экзамен, на самом деле нужно к нему готовиться эмоционально. Да? Человек должен понимать, ребенок особенно понимать о том, что уверенность у него есть, а значит, соответственно говоря, знания, эти навыки, они приложатся к этому дополнительно. Вот, поэтому эмоциональная составляющая, готовность пойти на экзамен, готовность сдать его успешно, ну, это очень важно. Психологический настрой. Но вот опять же, одно дело выпускники, мы понимаем, что родители переживают не меньше, чем сами выпускники. Какие вообще самые главные советы вы даете вот как самим школьникам, которые экзаменирующимся школьникам и, конечно же, родителям? Ну, знаете, я всегда говорю, психологи советы не дают, а вот рекомендации – это очень важно. Поскольку уже все-таки экзамены, если бы мы собрались с вами и сегодня говорили о государственном экзамене немножко раньше, то можно было бы сказать, как к нему подготовиться. Поскольку сейчас экзамены уже идут, необходимо сказать, как нацелить, как, может быть, поддержать. Это должны быть доброжелательные отношения с ребенком. Это должна быть, как я уже сказала ранее, уверенность, в первую очередь у родителя, у учителя, который готовит ребенка, соответственно говоря, и у ребенка, то есть у ученика. С кем пойдет ученик на сдачу экзамена? С кем? Он же идет один, он один сидит за партой. Но багаж какой с ним идет? Вот все, что наделили, то есть учитель, ты сдашь, ты умница, ты знаешь, ты будешь успешен, все, что сказал родитель, я верю в тебя, у тебя все получится, вот с этим он придет. А если, конечно, все будет назидательно, да, ты не сдашь, у тебя ничего не получится, твое будущее пойдет прахом и так далее и тому подобное, с тем он и пойдет. Соответственно говоря, уровень тревоги какой будет у ребенка? Ну да, контраст, конечно, большой. Вот то, что я сейчас говорю, это и есть некая рекомендация. Соблюдать доброжелательные отношения, соблюдать уверенность, понимать о том, что твой ребенок, у учителя это тоже его ребенок, да, потому что он его готовил многолетие на самом деле, да, о том, что он будет успешен, о том, что у него все получится, о том, что все те знания и навыки он как раз применит в нужном русле. И, соответственно говоря, самое главное, что бы я хотела сказать детям, ну и родителям, чтобы помогали, нужно начинать с тех простейших заданий, которые ребенок знает. То есть ученик знает, выпускник знает, да, вот. Простейшее задание сделал, соответственно говоря, у него останется время гораздо больше, более сложными заданиями. От легкого к сложному. То есть, в принципе, если вот подвести вот этот спич именно как родителям готовиться, грубо говоря, подготовить своего ребенка, то, в принципе, от родителей во многом сегодня зависит тоже успешность сдачи экзамена, поэтому родители имейте в виду. Берите на заметку, берите на заметку, это самые рекомендации. Ну, а вот после все-таки ребенок сдал тот самый важный экзамен, да, и есть вот этот период ожидания. В этот период же ведь тоже дети вот испытывают стресс. Я просто вспоминаю свою
школьную, да, Ожидание деятельность, да, результатов. ожидание результата. И здесь родители должны как-то взаимодействовать с детьми, опять же, наставлять их на какой-то путь. Или уже просто нужно немножко отпустить ситуацию? Ну, самое главное, дети должны знать дату получения результата, когда этот результат будет. Ни в коем случае не проигрывать, вот, ну, наверное, я что-то сделала не так, Да, да. ну, наверное, я вот в этом тесте ошибся, ну, наверное, надо было сделать по-другому. И родители не должны вести беседу именно о том, как он сделал. Ну, мы же обратно-то уже Да, время не вернем. не То есть, вернем грубо время. говоря, сдал. Все сдал. Дата ожидания через неделю, грубо говоря. Соответственно говоря, этот период времени, чем ребенок должен заняться? Ну, во-первых, он должен отдохнуть. Если он пришел со стрессом, у многих это бывает плач, да? То есть плач, тревога, вот, наверное, у меня там не получится, будет плохой результат и так далее. Ну, соответственно говоря, для того, чтобы стабилизировать, очень хорошая техника, очень быстро это подышать. Это дыхательная техника. Вот. Это глубокий вдох, это задержка дыхания, соответственно говоря, выдох. Это проговаривание про себя, что я все сдал, у меня все получится. Ну и, соответственно говоря, заняться тем любимым делом, которое ему нравится. Это, возможно, спорт, это, возможно, танцы, это, возможно, изучение языков, это, возможно, прогулка, это, возможно, хождение по магазинам, это, возможно, просто чаепитие с семьей. На самом Отлично, деле. на приятные для себя Соответственно вещи. говоря, все должно быть позитивно. Вот на позитивной нотке, соответственно говоря, к следующему экзамену у него не будет стресса. При этом вот, в принципе-то, вот эти все советы не только для выпускников подходят, а вообще для любого человека. Ну, то есть, Абсолютно. если у вас стрессовая ситуация, берите тоже на заметку. Ну, а как вы советуете, вот, допустим, все-таки, если, ну, невозможно справиться, да, с ребенком, стоит обращаться к специалистам, да, вот ты видишь, что ребенок поникший, ты видишь, что вот он часто плачет, ты видишь, что он переживает, часто говоришь, ведь многие выпускники, они ставят конкретные задачи перед собой, да, вот я хочу те самые 90 баллов, и, конечно, в этот момент, вот этот период ожидания, ну, очень тяжелый для ребенка. Ну вот смотрите, период ожидания, опять же, как мы себя направим, как мы себя настроим. Соответственно говоря, не должно быть такого, что вот ты не сдал, и жизнь твоя закончилась. Жизнь-то продолжается. У тебя есть возможности пересдачи. Мы же сказали, что у нас есть возможности такие. Соответственно говоря, речь должна идти об этом, о том, что твое будущее, оно в принципе в твоих руках. Да, какие-то знания, возможно, подвели, а может быть, это уровень стресса сработал. Тут вот несколько возможностей, но нужно подготовить о том, что у тебя есть впереди дорога, и она, если ты не сдал сегодня, у тебя есть возможность сдать завтра. То есть, ну, мы же знаем, что следующий год мы тоже можем сдать этот экзамен, соответственно говоря. Поэтому справиться со стрессом поможет кто? Близкие и родные люди. Вот те люди, которые находятся рядом. Это теплая рука мамы, это, возможно, поглаживание в нужный момент, это, возможно, я же вот уже ранее сказала, это чаепитие с вкусными булочками, это тоже очень важно. На самом деле все просто. Ну а если, конечно, ничего не помогло, и такое тоже может быть. Такое тоже может быть, об этом нельзя не задумываться, не говорить, то тогда, конечно, специалисты. У нас есть в городе хорошие специалисты-психологи, которые помогут. У нас есть школьные психологи, которые поддерживают, которые нацеливают. И работа, на самом деле, уже начинается с сентября месяца в плане подготовки эмоционального настроя к единому государственному экзамену, к основному государственному экзамену. Поэтому, собственно говоря, уже стоит об этом задуматься, да, и обратиться, конечно, это ничего страшного нет в этом. Оксана Петровна, спасибо большое, что столь полезные, столь своевременные ответы вы нам дали. Мы, конечно, желаем всем выпускникам отлично пройти это испытание. Между тем, в Госдуме обсуждают, при каких условиях можно полностью отказаться от ЕГЭ. Правда, пока речь не идет о полной их отмене с какого-то определенного года. Предполагают начать реформу, дав вначале возможность добровольного выбора в рамках эксперимента и только по его итогам принимать решения. Ну а пока выпускники школ в эти дни сдали в 2 этапа один из основных предметов – русский язык. Как это было в Нерюнгри, расскажет наша коллега Тамара Игнатьева.
Первые экзамены в самостоятельную взрослую жизнь и страшно, и радостно. Весело и шумно всем классам или наоборот по одному, пытаясь справиться с волнением, выпускники идут сегодня сдавать ЕГЭ по русскому языку. Мне сейчас было, все равно утром было, а сейчас немного страшно уже. Но уже проходит все. Настрой боевой, в принципе. Экзамен ребят для объективности сдают не в родной школе, но сопровождают их часто родные учителя. Дальше уже привычная рутина для школьников. Регистратор с термометром на входе. Проносить с собой телефоны и прочие электронные устройства нельзя. Согласно порядку проходят экзамены. Это уже второй экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. 26 мая прошли уже экзамены по географии, литературе и химии. Также задействовано было 2 пункта ПП в Нюрнбергском районе. Успешно прошли с точки зрения техническое сопровождение. Было без сбоев работа. Дети вышли достаточно довольны, справились с заданием. Ждем результатов. Выпускница первой гимназии Ира Минченко в дальнейшем хочет связать свою жизнь с программированием. Круглая отличница претендует на красный диплом. И, возможно, Минченко – одна из кандидатов сдать экзамен на все 100. Соответственно, получить бонус за свой труд и старание. С одной стороны, конечно, 100 тысяч – это очень хорошее поощрение таких баллов. Но для меня это не главное. Все-таки я сдаю экзамен на хороший балл, чтобы поступить в хороший институт. Но я считаю, что это правильно со стороны Якутии, такое решение. Новость о премии за выдающиеся показатели на госэкзамене, который учредил в год столетия республики глава Айсей Николаев, педагоги также восприняли с радостью и считают это очень хорошей мерой поддержки и мотивации для выпускников. В прошлом году у нас было 3 выпускника 100-бальника по русскому языку. В прошлом году у нас не было 100-бальника по русскому языку, но был 100-бальник единственный по всей республике, который взял 2 экзамена по 100 баллов. Это химия и биология. Выпускница гимназии номер 1. В этом году в Нерюнгринском районе на государственную итоговую аттестацию были допущены 453 выпускника. К ним в резервный период основного этапа примкнут выпускники прошлых лет, которые также будут сдавать единый государственный экзамен. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Но вот без чего не обойдутся сейчас выпускники, так это, конечно же, без учебников и учебных пособий. Где и как выпускают всю печатную продукцию? И главное, кто их производит, узнаем в нашей постоянной рубрике «Моя профессия» и познакомим вас с профессией печатника. Доброе утро. Меня зовут Даниил Савченко. Я печатник офсетной машины в рекламно-издательском центре «Офсет». Моя задача состоит в том, чтобы печатать листовую продукцию. Листовой продукцией является практически все. Это плакаты, буклеты, этикетки, книги, журналы. Все можно отпечатать с помощью данной офсетной машины. Вот мое рабочее место. Сначала я получаю печатные формы с отдела CTP, которые устанавливаю в машину. Каждая форма соответствует своему цвету. Это голубой, пурпурный, желтый и черный. Аббревиатура СМИК. Установив формы, я заряжаю бумагу в машину в нужном количестве. Далее делаю пробную печать. После пробной печати мы настраиваем изображение, потому что офсетная машина, в отличие от цифровой, требует настройки предварительной. Далее происходит процесс печати. Отличие офсетной машины от цифровой тем, что она печатает качественный продукт большими тиражами. Такие объемы невозможно печатать ни на каком другом оборудовании, кроме как офсетной машины. Лист проходит по всей машине, и в итоге мы получаем готовое цветное изображение, которое в дальнейшем настраиваем и далее запускаем в тираж. В РИЦ Офсет я работаю с 2019 года, но общий полиграфический стаж у меня более 13 лет. Выбрал я эту профессию, наверное, из-за того, что в данной сфере можно делать своими руками очень много различной продукции. Я выбрал именно печать, потому что мне нравится именно создавать своими руками красивые изображения, участвовать в процессе произведения книги. Изготовленную мной продукцию я вижу на книжных полках магазинов в виде рекламы, каких-то плакатов, на
на улицах нашего города. И это не может не радовать, так как мою выполненную работу видят все жители нашего города, нашей республики. Ну вот, кстати, вот это пригласительное тоже отпечатал некий печатник, будем иметь в виду. И почему я его взял в руки, это пригласительное? Потому что я напомню, что сегодня мы их разыгрываем в нашем телеграм-канале. Но вопрос задаем здесь, а ответы принимаем в телеграме. Вот такая вот хитрая схема. Ха-ха-ха. Вот. И у нас на один из наших вопросов, заданных ранее, поступил правильный ответ. Вопрос звучал следующим образом. Современная актриса, сыгравшая роль Людмилы Гурченко, не так давно совершила необычное путешествие, которому позавидовал бы каждый. Актрису зовут Юлия Пересильд. Ответ правильный дала Лия Попова, поэтому мы вас поздравляем. И вот это пригласительное на моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Иларион». Мы вам его вручаем. Номер нам, наверное, как-то сообщите каким-то образом, или мы сами выйдем на вас посмотрим, подписчиков просто. Ха-ха-ха. И с вами свяжемся, расскажем, как получить это пригласительное. Напомню, что моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Иларион» состоится 4 июня в Театре юного зрителя в 18:00. Пригласительное на две персоны. Ну а прямо сейчас наши коллеги с информационной службы готовы рассказать о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Местность в Верхневилюйском районе асфальтируют к цеху Лонхо. Работы начались в прошлом году. Работают с утра до позднего вечера. Многое зависит от погодных условий. Чтобы асфальтированная дорога была качественной, необходимо, чтобы земля обязательно была сухая. По этой дороге будут ездить специальные электромобили. А в будущем после цеха Лонхо там смогут отдыхать жители. У нас итого протяженность асфальтированных дорог 7,5 километров. И на сегодня осталось около 1,5 километра. Ну, надеемся, что к проведению праздника успеем вовремя. У нас работает около 60 человек, местные ребята. Вот так. И техника все есть, материал также возится. Торжественное открытие масштабного выставочного проекта «Сокровища Третьяковской галереи» состоялось в Национальном художественном музее республики. В мероприятии приняли участие глава региона С.Н. Николаев и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Тригулова. Выставка картин организована в рамках празднования столетия образования ЕССР при поддержке правительства Якутии. Для посещения она будет доступна со 2 по 17 июня. В экспозиции представлены более 50 живописных и скульптурных произведений 19-20 веков. Планировали и готовились к этой выставке очень долго и ставили перед собой задачу вот так метафорически всех нас, якутян, поместить в Третьяковскую галерею. Вот мы как заходим в экспозиционный зал, мы попадаем в этот портал, волшебный портал, который ведет нас прямо к Третьяковской галерее. И что мы видим? Мы видим залы, эти стены как будто бы самой Третьяковской галереи, специально цвета мы подобрали. «Чистый город детям» уже ставшая традиционная эко-акция прошла на Талом озере Якутска. В ней участвовали студенческие отряды и образовательные учреждения города. Участники провели уборку не только на территории детского игрового парка «Обнаженные сердца», но и собрали мусор в прилегающем сквере и вдоль берега озера. Организаторы с радостью отмечают, что с каждым годом участников становится больше, а мусора меньше. Акция проходит при поддержке управы Центрального округа и городского парка культуры и отдыха. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Мы 5-й год проводим традиционную акцию по очистке нашего озера, по очистке прилегающей территории и сквера Водянова, где у нас собираются постоянно дети, собираются семьи. Акция приурочена ко Дню защиты детей. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Ну а сегодня в кинотеатрах очередные премьеры. Да, и прямо сейчас на очереди моя любимая рубрика. Это киноафиша. Узнаем, что в эти выходные можно в кинотеатрах посмотреть, чем насладиться.
Доброе утро! Представляем вам первые новинки этого лета от кинотеатра «Лена». Якутское кино выходит на большие российские экраны. Спортивная драма от начинающего режиссера Валентина Макарова «Джулур. Масс-рестлинг» на днях в Ульяновске на торжественном закрытии 13-го международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» признан лучшей режиссерской работой. Картина Валентина Макарова рассказывает о якутском пареньке Джулуре, роль которого сыграл Гаврил Минкяров. Вернувшись из армии в родную деревню, он открывает в себе талант масс-рестлера. В этом якутском бесконтактном единоборстве побеждает тот, кто сможет вырвать палку из рук соперника. Трудные жизненные обстоятельства приводят Джулура к участию в крупнейшем республиканском чемпионате по масс-рестлингу. Я буду участвовать ради сестренки. У меня, кроме нее, никого нет. Джулур. Масс-рестлинг. Психологическая артхаусная драма от режиссера-дебютантки Натальи Бенчери с Джорджем Маккеем и Лили Роуз Депп в главных ролях. История разворачивается вокруг юноши по имени Джейкоб, который страдает видовой дисфорией. Он считает себя волком. Картина прошла отбор на фестиваль в Торонто, что доказывает ее специфичность и кинематографичность. Любители оригинальных историй, добро пожаловать в кинотеатры. Вы хотите, чтобы вам стало еще лучше? У меня нет человеческого облика. У меня нет человеческого облика. Джейкоб, что они с вами сделали? А ко Дню защиты детей в прокат кинотеатра «Лена» вышли сразу два заметных проекта, рассчитанных на самых маленьких зрителей. Готовы отправиться в долгожданное путешествие с любимыми героями? «Три кота и море приключений» – первый анимационный фильм, продолжение сериала про Коржика, Карамельку и Компота. Вместе с родителями котята отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут встречи с новыми друзьями. Приедет какой-то знаменитый повар и приготовит из нашего крекера обед. Значит, мы спасем крабов! Здорово! Впереди большие приключения на большом экране. Рано утром рак и краб с корабля спускали трап. Три кота и море приключений. А новый рисованный анимационный фильм «Коати. Легенда джунглей» рассказывает о героических приключениях трех героев – свободолюбивого Коати, бесстрашной бабочки Монарха и гиперактивной стеклянной лягушки. Они отправляются в захватывающее путешествие, чтобы помешать злой коралловой змее уничтожить их родину. Коати. Легенда джунглей. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Что ж, отличные планы, да, сходить в кино в выходные, тем более с фильмами ознакомились, какие можно посмотреть. Помимо этого, можно еще и посетить спектакли в рамках фестиваля современного искусства «Территория Якутска». Я напомню, что мы сегодня разыгрывали два пригласительных, победитель одного обладателя у нас нашелся, второй пока остался невостребованным, поэтому ввиду того, что эфир у нас уже почти близится к концу, вряд ли мы уже успеем его разыграть, поэтому до завтра у вас есть возможность отправить нам в Телеграм ответ на правильный ответ на вопрос, правильный ответ на наш вопрос, точнее, который звучит следующим образом. Вообще ответ был на этот вопрос, но он был неправильный, потому что, еще раз, послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Строки стихотворения Гумилева «Жирафы». И вопрос звучит образом следующим. Где, кроме Африки, находится озеро с таким же названием, озеро Чад? Ответ у нас был, что в Нигерии, но, насколько мне подсказывает мои знания по географии, Нигерия — это часть Африки.
Вот. Поэтому, друзья, в Телеграме, пожалуйста, отправляйте ответ на вопрос наш, где кроме Африки находится озеро с названием Чад. И вы получите вот второе пригласительное, по которому сможете посетить спектакль в рамках фестиваля «Территория Якутска». А в завершении эфира хотим показать вам красоту, которую в это время года наблюдают жители нашей Якутии. Зацвел рододендрон даурский, который по своей красоте и эффективному цветению не уступает японской сакуре. Он достигает высоту до 4 метров, но обычно его рост не превышает 2. А цветет рододендрон в Амгинском, Кобяйском, Усьмайском и Алекминском районах. Какая красота, да? Прям кажется, что это не у нас в Якутии как будто. Да, и вообще вот не скажешь, что так оно и называется, вот как ты сказала. Рододендрон даурский. Вот, ну на самом деле, да, очень красиво. Я бы назвал это как-то более мягко на самом деле. Повезло жителям Якутии, да, определенных районов, у кого есть возможность посмотреть на эту красоту, и действительно это что-то такое уникальное для нашей республики. Да, все-таки, ну, такой еще цвет фиолетовый, мне кажется, фиолетовый, светло-фиолетовый. Ну, очень красиво, очень красиво. Вживую, наверное, выглядит это еще прекраснее. На такой красивейшей ноте наш утренний эфир подходит к концу. Мы желаем всем прекраснейшего настроения, летнего настроения, прекрасной погоды. И, конечно, мы не прощаемся, мы увидимся завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Да, ну и не забывайте, что в Телеграме вы можете ответить на вопрос нашего розыгрыша и получить пригласительное. А завтра мы итоги этого розыгрыша обязательно подведем. Доброго утра!